Здравствуйте, это новости на Якутии-24 в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Завоз грузов по Якутии продолжается. Сколько процентов выполнено от намеченного плана? Сезонный рост в республике. Отмечается подъем заболеваемости ОРВИ гриппом. Впервые в Якутии, в столице, организовали семинар для театральных режиссеров. По завозу грузов по Якутии при плане 767 тысяч тонн до пунктов назначения доставлено 671 тысяча тонн или 87% от плана. В перевозках задействовано порядка 764 единиц автомобильной техники. На сегодняшний день функционируют все региональные автозимники. В первую декаду апреля планируется снижение грузоподъемности на ледовых переправах и сезонных автодорогах в центральной части Якутии. В арктических районах республики планируемое снижение грузоподъемности начнется уже со второй декады апреля. Регламентные работы по обустройству региональных дорог идет в штатном режиме. Об этом рассказали в Департаменте организации и координации завоза грузов Госкомобеспечения. В Якутске прошли соревнования по ликвидации последствий ДТП среди пожарных и спасателей. Участникам при поступлении в Водное было необходимо деблокировать условных пострадавших из автомобиля при помощи гидравлического инструмента и оказать им первую помощь. Цель мероприятия – повышение профессиональной подготовки и совершенствование навыков пожарных и спасателей. Всего приняли участие 11 команд из числа пожарных и спасателей МЧС России, Государственной противопожарной службы республики и службы спасения Якутии. По итогам соревнований победу одержала команда 38-го отряда Госпротивопожарной службы Якутии. Сегодня на территории учебно-тренировочного полигона Главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия проходит первый этап соревнований по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ДТП. В мероприятии принимают участие 11 команд из числа пожарных и спасателей МЧС России, Государственной противопожарной службы республики и службы спасения Якутии. Участники соревнования при поступлении в Водное деблокируют условных пострадавших из автомобиля при помощи гидравлического инструмента и оказывают им первую помощь. Цель мероприятия – повышение профессиональной подготовки и совершенствование навыков пожарных и спасателей. При спасении людей очень важно выполнять все действия осторожно, чтобы не причинить вреда здоровью пострадавшим. В данных соревнованиях мы принимали участие впервые, готовились тщательно, проводили подготовку на базе 5-й пожарно-спасательной части, непосредственно в которой мы служим. Надеемся на максимально эффективный результат работы нашей команды при проведении этих соревнований. Подготовка в данных соревнованиях, а также принятие в них участия помогает нам в дальнейшем проводить аварийно-спасательные работы в действительности, в повседневной деятельности на службе. В Ленске начали подготовку к паводку. Гидрометцентр республики пока не дает прогнозы прохождения ледохода, но ориентировочно вскрытие самой главной водной артерии Якутии, реки Лены, ожидается в первой декаде мая. Толщина льда на сегодня выше среднегодовых норм, но не критична. Тем не менее, подготовка идет полным ходом. Определены пункты временного размещения на случай возникновения необходимости эвакуации граждан в рамках предпаводковых мероприятий. Также проводится очистка дамбы от снега, оттайка водопропускных сооружений, подготовка инертных материалов на запас. Угрозы нету, оснований для беспокойства нет, но с учетом предыдущих всех событий мы должны всегда быть готовы к возникновению любой угрозы, потому что природа у нас непредсказуемая, учитывая все климатические наши условия. На сегодня у нас издана и утверждена вся нормативно-правовая база в этом плане, подготовлен состав сил и средств, которые будут непосредственно принимать участие в этих действиях. Подготовлен также запас материальных ценностей, это раскладушки, постельные принадлежности, это продукты питания на случай возникновения угрозы. В Якутии отмечается подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Министерство здравоохранения рекомендует в период сезонного повышения заболеваемости или в период эпидемии гриппа сократить до минимума контакты ребенка с посторонними людьми. Основным путем распространения ОРВИ считается воздушно-капельный.
Универсального средства защиты от вирусных инфекций не существует, но уменьшить риск возникновения заболевания можно. В целях сезонной профилактики ОРВИ и гриппа Минздрав рекомендует следующие меры. На данное время отмечается сезонный подъем заболеваемости вирусными инфекциями, поэтому необходимо соблюдать общепринятые меры предосторожности для родителей. Конечно, это гигиеническая обработка рук, да? Для детей это соблюдение режима дня, соблюдение режима сна, питаться вовремя, да? Догонять уже нарушенный график вакцинации для детей, одеваться по погоде, в местах скопления большого количества людей соблюдать социальную дистанцию. Студенты СВФУ начали переходить на очное обучение. Таким образом, с 29 марта часть занятий для студентов начали проводить в традиционном формате. Это занятия по лабораторной работе, по практической работе и занятия по факультативам, где курсы делят на подгруппы. По словам самих студентов, они очень соскучились по живым занятиям и с радостью приступили к учебе. Что касается преподавателей, то они не менее рады встрече со своими студентами, но несмотря на это, до улучшения эпидобстановки занятия будут проводиться в очно-дистанционной форме. При этом сегодня соблюдение масочного режима требуется и контролируется на всех объектах и корпусах Северо-Восточного федерального университета. Мы очень соскучились по нашим преподавателям, по нашим одногруппникам, да, по дороге даже с общаги до КФН, поэтому очное обучение это очень, круто, это очень живое общение, это вообще для нас, оказывается, очень влияет. Вот. Да, конечно, и мы соскучились, особенно не хватало живого общения так с друзьями, с однокурсниками и так далее. Также лучше учиться очно, чем дистанционно, мне кажется, потому что с глазу на глаз с лектором это, наоборот, лучше. Впервые в Якутии проводится семинар для режиссеров. Принимают участие режиссеры из 10 профессиональных театров и более 50 народных театров. В программе лекции от театральных критиков из Санкт-Петербурга и Тюмени. Помимо этого, в рамках семинара состоится мастер-класс режиссера Александра Сазонова для молодых режиссеров. Семинар проводится в рамках режиссерского клуба Союза театральных деятелей и повышения квалификации режиссерского мастерства. На самом деле в России много театральных лабораторий для режиссеров, но вот таких, чтобы были объединены режиссеры и, условно, очень я не люблю слово «любительский», и профессионального театра, и народных театров, и чтобы они были в таком количестве, это, конечно, мне кажется, большая редкость, и это очень здорово, что они все вместе работают. Я восхищена тем, что у вас так много режиссеров, и мне было бы интересно не только рассказать им что-то, но и послушать их. В Якутии продолжается спартакиада по зимним видам спорта. На чемпионат прибыли нерюнгринские хоккеисты. На днях на тренировке перед отъездом на турнир нерюнгринцы были награждены за игры сезона 2019-2020. Среди 4 команд «Энергия», «Шахтер», «Мечел» и команды нерюнгринской ГРЭС победителем стала «Энергия» 2002-2003 годов рождения. На ее базе и была собрана сборная команда для участия в нынешнем чемпионате. Эпидобстановка не позволила начать тренировочный сезон, как обычно, с сентября. После снятия некоторых ограничений нерюнгринские хоккеисты начали нормальную подготовку к чемпионату в январе текущего года. Надеюсь, что мы действительно претендуем. Ребята в хорошей форме, готовимся, собрали 3 пятерки, которые позволят нам достойно выступить, я надеюсь. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на телеканале Якутия-24, следите за событиями и будьте всегда в курсе.